Всем добрый день! На прошлом уроке мы с вами закончили работать с моделями чайного сервиза, да, скажем так. Мы объединили их и узнали несколько новых тем. И что мы еще не рассмотрели, это у нас применение модификаторов. У нас есть чайник, и давайте посмотрим на чашки. На чашке есть два модификатора: Solidify и Subdivision. Вот они. Мы знаем, что модификатор Solidify добавляет толщину, а модификатор Subdivision делает дополнительные фейсы, благодаря которым объект выглядит скругленным, красивым, не имеет таких острых фейсов, ничего не видно. Становится как настоящее. Но когда мы заходим в Edit Mode, мы видим, что толщины все-таки еще нету, что нету на самом деле вот этих фейсов, потому что модификатор, он не примененный. Когда мы его применяем, давайте посмотрим, как применить. Обязательно это применение должно быть в Object моде. В Edit моде вы не сможете применить модификаторы. Поэтому вы должны быть в режиме Object мода, зайти в ваш модификатор, и здесь есть небольшая стрелочка вниз. Открываем и видим слово Apply, применить. Apply'ем его и посмотрим. Видите, толщина появилась по-настоящему. Фейсы у нас везде есть. Также мы можем сейчас применим с вами Subdivision. И вот так вот Apply. Все. Видите, как много фейсов сразу стало. Очень-очень много. За счет них вот объект и выглядит гладким. Лучше, конечно, модификаторы без надобности не применять. Модификаторы следует применять лишь когда это необходимо, например, когда мы будем работать, настраивать материалы. Лучше хранить их вместе с модификаторами, которые позволяют легко вносить разные изменения. И хочу заранее вас предупредить, чтобы вы все модельки, которые мы создаем на наших уроках, обязательно сохраняли, потому что мы к ним можем вернуться, когда будем проходить новые темы. Особенно это касается материалов, настройки материалов. Мы точно будем работать с нашим вот этим набором. Сохраняйте файл через меню «Файл», «Сохранить как», и уже здесь можете, например, в каких-нибудь папках у себя сохранить файл, да, мы назовем его урок 3D. Урок 3D. Внутри этой папки мы давайте сохраним набор или T-set, назовем его на английском. T-set и сохранить как. Все. Мы сегодня рассмотрим еще один новый модификатор. Открываем новый файл General и давайте рассмотрим новый модификатор. Он находится во вкладке модификаторов, и это первый модификатор в списке, вот во второй колонке, это Array. Что же делает данный модификатор? Ну, посмотрим. Во-первых, у нас тоже есть разное количество, разные настройки. Тут есть count 2. Count — это у нас обозначение количества. Мы делаем, допустим, 4, 5. И что же делает этот модификатор? В данном случае непонятно, да, как будто бы наши кубики, они удлинились. Но давайте дальше будем настраивать этот модификатор и увидим, что фактор x стоит 1. Если мы его увеличим, 1, 1, 1, 2, мы увидим, что оказывается этот модификатор делает копии. Да, то есть мы видим, что они появились копии кубиков в количестве 5 штук, и они расположились по оси x. А что будет, если я сделаю по оси y1, то у нас получится, что они
сдвинулись по оси Y в ту сторону, и, допустим, если я сделаю по Z, то получится, что они сдвинулись еще и наверх, наискосок. Вот такая вот получилась. Что позволяет делать модификатор array, да? Какие объекты? Ну, на самом деле везде может использоваться там, где идет повторение объектов. Мы можем с вами сделать сейчас самую простую модельку. Пусть это будет у нас моделька лестницы. Что в этом преимущество еще модификатора array в том, что когда мы его используем, видите, объекты, пока модификатор не применен, повторяют все, что происходит с оригиналом. То есть мы сейчас с вами сделаем, давайте, лестницу. Пусть фактор x будет единицей, чтобы они были максимально близки друг к другу. И давайте поднимем по z, сделаем побольше, вот прям лестница лестницей. Ну и можно попробовать. Смотрите, в данном случае, что обозначают эти цифры? Это как бы расстояние между объектами, которые мы обозначаем. То есть объект, он имеет, если мы вот делаем ему экструд, он имеет расстояние между ними становится еще больше. Должны уже уменьшить, да, вот давайте на единицу, чтобы получилась вот такая лестница. Получилась такая лестница. Это у нас касательно вот relative offset. Есть еще другое, константа offset, когда мы фиксируем расстояние не между объектами, а именно расстояние. В этом случае, вот если мы вот так вот поднимем объект и будем ему делать экструд, менять его форму, они друг от друга отодвигаться не будут. То есть расчет идет уже на расстоянии, да? Не от объекта, а от конкретного числа. То есть от центра, допустим, они поднимутся на метр, да? На 1 метр они от центра поднимутся наверх. Это фиксированное значение. Это вот как бы касательно именно объекта. Единица означает, что они соприкасаются друг с другом. Если двойка, они будут отдаляться друг от друга на расстоянии двух этих кубиков. То есть вот один кубик и вот второй. Если мы здесь сделаем 3, то они отодвинулись на расстоянии 3 объектов. И если, видите, я сделаю здесь вот, здесь я сделала высоту, если я сделаю здесь scale по x, почему расстояние между ними растет? Потому что у нас выросло расстояние самого объекта. То есть здесь можно, давайте я возьму его копию. Видите, кстати, копия объекта, она копируется вместе с его модификатором. Я уберу его и грэбом, если ставлю, можно посмотреть, что действительно здесь расстояние 1, 2, 3 объектов. Кроме того, мы, если хотим сделать трехмерное пространство, допустим, матрицу, да, объектов, чтобы они копировались еще в ту сторону, чтобы не делать Shift-D по Y. Например, я хочу сделать маленькую деревню и расположить так объекты, мне нужно добавить еще один модификатор array, и здесь поменять фактор x, сделать 0 и пустить их уже по y. И количество сделать тоже, допустим, 5. Получается, у нас получилась такая вот матричная форма 5 на 5. Также мы можем пустить его наверх, добавив еще один array. Третий array уже у нас, да, и здесь уже сделаем фактор 0 по x и по y добавим, давайте по z точнее добавим 2, и у нас получится уже по третьей оси копия.
все это кажется сложным, но на самом деле, когда мы сейчас начнем практиковаться, мы, конечно, не будем использовать array в таком количестве. Нам обычно достаточно бывает 2 осей по 2 осям, ну, либо иногда даже только по одной оси. Спасибо за внимание.